Сейчас, к сожалению, у нас совсем мало писателей стало. Совсем мало. Можно сказать, даже почти нету их. Потому что, как говорится, живые классики наши во главе с Тиуновым, Шамаховым, Шартановым, Шагинцуковым, Адамом, Кардановым, Булбы-Каширговым, Хапачи. Короче говоря, вся классика ушла, к сожалению. Не только классика, сейчас уже и поджимает поколение мое. Многие из моих сверстников ушли, к сожалению. Вот и в это короткое время, между прочим. Я это к чему говорю? Тогда возникла необходимость иметь журнал. У нас до этого был альманах «Кабарда». Он в 4 месяца раз выходил. Разумеется, не справлялся альманах со своей задачей, с теми произведениями, которые приносили в эту редакцию. И жаловались наши писатели, давно начали жаловаться, что необходимо иметь свой журнал. Они, правда, требовали тогда ежемесячного журнала. Ну, не давали, только обещали, и эти обещания дотянулись до 1957 года. И это связано было с тем, что в 1957 году республика отмечала 400-летие со дня присоединения Кабарды к России. И это многое нам давало. И это я прекрасно помню, потому что я тогда учился в Москве, был в круге тех людей, которые занимались этим делом, добивались журнала. И в 1957-м, значит, у нас появилась редакция журнала «Шамахо». Правда, первый номер вышел в 1958 году. К этому прекрасному занятию идеи хорошие относились с любовью, серьезно. Все писатели наши были заинтересованы, конечно, в издании этого журнала. И вот, значит, организовали редакцию, коллектив редакции во главе с детским поэтом и прозаиком, известным человеком тогда Шамаховым Амирханом. Он был главным редактором. И, значит, правление Союза писателей с главным редактором занимались подбором кадров. И отбирали лучших из лучших, потому что тогда у нас, между прочим, с журналистикой очень туго было находить работу. Я, например, когда вернулся в 60-м году, без работы сидел месяца 3-4. Не только я. И в 60-м году со мной, значит, учебу закончил, правда, наш университет, Зубер Тхагазитов тоже сидел без работы. До этого Мисаков Петр, который закончил тот же литературный институт, что я окончал, год почти сидел без работы. Поэтому отбор можно было делать как хочешь. Отбирали хорошо. Ответственным секретарем взяли известного в то время журналиста, прекрасного журналиста, талантливого человека Хатырзу Ширитова взяли ответственным секретарем. Зав. Отделом прозы стал Шевлоков Петр,
который в 1955 году тоже закончил литературный институт. По отделу критики и драматургии, значит, принят был Витал Курашинов, который долгое время у вас на телевидении работал и много полезного сделал для развития нашего телевидения. Отделом поэзии, значит, можно сказать, командовал Петр Мисаков. Короче говоря, такой коллектив, которым можно было позавидовать их таланту, их добросовестному отношению к своей работе. Сейчас я не хочу никого обвинять, хаять кого-то, но тогда, конечно, журналисты относились более внимательно, ответственно, чем сейчас. Потому что если в газете, например, появилась статья критического характера или по радио передавали о каком-нибудь, значит, плохом председателе колхоза или воре, или вообще хапугой, снимали с работы. Слово журналиста имело огромное значение, силу большую имело. Вот. И поэтому тогда журналисты ходили с поднятыми головами. Они знали, что у них перо острое, не попадись, мол, под это острое перо. И, короче говоря, журнал начал выходить. Когда у нас было, я говорю, много писателей, издательство не справлялось тоже. И поэтому каждый писатель, поэт, драматург приносил свое новое произведение в редакцию журнала. И поэтому там было тоже хороший отбор. Отбирали самые лучшие из лучших. Вот. Когда я пришел туда в 70-м году, я же говорю, насколько много произведений писателей там накапливалось. Нам, сотрудникам, не оставалось площади, не хватало страниц просто вот так. Мы просто писали в основном очерки, зарисовки там, какие-то статьи. Хотя все были там творческими людьми, поэтами, писателями. На художественную литературу у нас ограничено было площадь. Я скажу, что я перескакиваю с темы на тему, потому что слишком много у меня воспоминаний. 43 года работал я в журнале, 43. Начал, значит, с простого редактора, потом стал ответ-секретарем, потом ушел с должности главного редактора. Я скажу, когда уходил даже вот лет 5 назад из журнала, уходил и тоже имелось в виду. Не хватало уже произведений. Журнал всегда нуждается в произведениях. Вот. А так для чего он существует? Если нечего печатать, это трагедия. Это трагедия. Вот сейчас в такой трагедии, к сожалению, оказалась редакция журнала. Когда я работал в журнале, у нас перепечаткой не занимались. А сейчас они, нынешние работники, вынуждены прибегать к такой возможности. Не потому, что они плохо работают, а потому, что нет писателей, значит, нет и произведений. Вот, поэтому я выписываю аккуратно и Осамаху, и Адилапсаша, и Нур. Слежу и каждый раз с грустью думаю, Боже мой, как плохо стало, как плохо стало. Стало в смысле нехватки
литературного материала. Чем будет редакция заниматься, если не будет перепечатки, то закрывай его, журнал. И поэтому они, и, правда, это в основном касается, когда печатают произведения, значит, к юбилеям писателей. Мы тоже, между прочим, иногда занимались этим делом, но это не иногда, и притом только лишь связанные с юбилеем. А так, я же говорю, у нас материала вот так хватало. И ценилось все это, ценилось хорошо. У нас говорят «планчовада атоэ». Если от труда нет отдачи хорошей, желание тоже не будет работать. Не будет. Вот сейчас я об этом говорю, кроме как, к сожалению, уходит писатель в иной мир, не прибавляются количество, остается не то, что растет количество, гораздо уменьшилось число писателей. И когда я смотрю за печатной продукцией, думаю, где же наши парни, мужики наши, в мое поколение, в литературу молодые люди приходили целыми бригадами. Это, может быть, это и связано с тем, что у писателей все время почет. Если, значит, писатель – это выше чего-то, вот так, выше кого-то. Писатель пришел, писатель приехал, писатель сказал. А сейчас некому и говорит. Вот. С издательством, конечно, всегда туго было у нас, это я знаю точно, потому что я связан, значит, с редакциями, с издательством с 1955 года. У меня первые стихотворения были опубликованы в 1955 году, и по результатам этих публикаций меня направили в Москву на учебу. И поэтому я всегда крутился среди наших писателей. И не ошибся тот человек, который порекомендовал ко мне приходить. Я эту кухню хорошо знаю. Знаю, как журнал создавался, как наши писатели работали. Потому что, я же говорю, 43 года работы в журнале, мы всегда радовались тому человеку, кто принесет нам хоть одно стихотворение. Вот. Хотя, еще раз говорю, недостатков не было в издании, все равно встречали, в том числе и когда я приходил в редакцию, меня встречали тоже с объятием, и мы тоже так же и встречали. Радовались успеху другого человека. И к нам тянулись все писатели, все поэты, вся творческая интеллигенция. Вот. И поэтому, к сожалению, никто столько, наверное, правда, Андрей Хакуашев, тоже в возрасте. Ушли писатели наши, кто ушел, кто, значит, по возрасту, кто по здоровью. Нет той активности, нет того роста, что тогда наблюдалось. Вот это я могу много жаловаться, к сожалению, только жаловаться приходится. Жаловаться, потому что еще раз могу сказать, что, к сожалению, наша литература, пусть это сказано будет, может, слишком
жестко, ну, умирает. Я боюсь, что она совсем кончится. Почему я это говорю? В мое время в литературный институт почти каждый год посылали на учебу. В нашем университете, до этого в пединституте, всегда учились творческая молодежь, выходила оттуда. Вот оттуда это во главе с Зубером Харазитом, Кажаровым Петром, Кармоковым Хамидом, да и многие, и Глубжоков Леон, оттуда ушли. Они уже опытные, можно сказать, были, когда заканчивали пединститут, а потом университет. А сейчас посмотри на, значит, университет наш. Я, например, не знаю, или, может быть, это я виноват, моя вина, чтобы там такая активность такая существовала, чтобы желающих писать было много. Не то, что много, раз-два я обчелся. Вот. А в литературном институте, к сожалению, сейчас сколько лет никто не учится. То есть подпытки нету. Нету, значит, основы исчезает. Литература же с неба не падает. Это люди создают. А чтобы люди создавали эту литературу, эти редакции, в том числе и телевидение, и радио, вот, нужны, как было сказано, кадры решают все. Нужны кадры, а их нету, к сожалению. Нету. Я это, конечно, не могу точно объяснить, почему. Это государственное дело, в конце концов. Государство должно заботиться о культуре. О культуре. Особенно сейчас плохо писателям. Особенно. Вот я смотрю хотя бы на депутатов и наверху, и у нас. Нету, ни одного писателя не вижу среди депутатов. Ни одного. Ни среди наших, ни среди там Думы. То есть теряется уважение к писателям. Даже в этом отношении, по-моему, лучше у композиторов и художников. Они свое произведение создают сами и сами реализуют. Может, поэтому у них, значит, как-то процесс по-другому идет. А у нас, если денег нет, где будешь издавать? Во-первых, уже наши произведения переводились тогда. Я не потому что хвалюсь. У меня 8 книг вышло в Москве, переводных. А сейчас этой практики уже нету. Во-первых, там редко кто, ну, может быть, Машбаш Исхак, вот, из всех адыгских писателей, вот так. И поэтому среди творческих организаций в самом бедственном отношении, по-моему, оказалась писательская организация, Союз писателей. Вот. Там среди художников вроде кто-то появляется. Вот, я смотрю по телевизору, значит, выставки организовывают. Вот. Слушаю музыку по радио, по телевидению. Тоже что-то есть, какое-то движение. Это хорошо, очень даже хорошо.
Вот. Хуже было бы, если и этого не было. Но среди писателей таких богатых людей, чтобы за свой счет издавали книги, нету. Вот сейчас издателей вроде бы много стало, но они частные. Чтобы там издаваться, надо большие деньги платить. Я, например, знаю это, потому что у меня вот совсем недавно вышла книга о моем роде. Вот. За свой счет издал. Откуда у меня счет? Накопление пенсии. То, что я накапливал из пенсии. Вот. А продавать ее тоже я не смогу, эту книгу. Потому что кому вообще, если это пошло, кому она нужна вот так? Кроме как я, например, о своем роде писал, может быть, моим сородичам. Вот. Многие, очень многие за свой счет издают сейчас. Я же говорю, удивляюсь этому, значит, такому факту. И я повторяюсь, вроде и писателей нету, к сожалению, и издательство, значит, исправляется с тем, что есть. Вот так. В этом я тоже не виню издательство. Издательству деньги нужны, чтобы издавать. В 1954 году у нас появился первый роман кабардинский «Горцы» Аскарби Шартанова. И, между прочим, роман был написан по заказу. По заказу. Тогда прекрасным редактором, хорошим человеком, с которым я в редакции газеты работал, Арашей Сохов, был директором издательства. Он пригласил к себе Аскарби Шартанова, заключил с ним договор: давай, Аскарби, пиши, что хочешь, только чтобы оно читалось, оно было полезно для нашего народа, для истории нашего народа. Пиши. Заключил договор, выплатил ему аванс, и Шартанов начал свою, значит, эту знаменитую трилогию. С этого это к чему? Даже на ненаписанное договор заключили. А сейчас просто это не покажется, что это, значит, я опять-таки, я часто повторяюсь, вот. У меня в портфеле, так называемом, в шкафу, лежат где-то 100 с чем-то печатных листов, написанных и неизданных. Не могу издавать, потому что издательства денег нет. Раз денег нет, откуда Ацханов возьмет, если правительство, значит, не заботится об этом? И это все к чему? Все это к тому, что и журнал, и книги, и журналы наши как-то обесценились. Раз государство не ценит человека, который пишет роман, и не заботится о нем, об этом человеке, об этом писателе, читатель смотрит, читатель не дурнее нас. Читатели, я же говорю, когда мы приходили, значит, в литературу, мы знали, что писатели хорошо зарабатывают, что они, значит, имеют большое уважение среди народа, и поэтому хотелось нам подражать им. В этом отношении мне повезло, между прочим. Я, значит, говорю, что из Шалушки у нас в
в Шалушке семья Кишоковых, значит, начала эту работу, новую работу для нашей литературы, для нашей культуры. Отец Пшемаха писал тоже, потом старший сын его Рашид писал. И главное, всемирно известный, можно сказать, Алим Кишоков. И мы завидовали этой семье. Мы радовались, что у нас есть в нашем селении такая уважаемая семья. И это подталкивало нас подражать им. Вот сейчас много говорят, что, мол, исчезает родной язык. Родной язык сохраняется тоже, между прочим, немало в этом роль играет литература художественная. Вот. Я, когда, значит, учился в школе, я жил, в первую очередь, знакомился с кабардинским поэтом-писателем. Я говорю, все остальные тоже так же, вот так. А сейчас учиться бы не у кого, и вообще учиться бы нечего. Вот. Поэтому вот эта угроза исчезновения языка тоже зависит, я еще раз говорю, во многом зависит от литературы. Почему в школах сокращается программа кабардинского языка? Потому что нужен государственный подход. А от того, что мы жалуемся, кричим в редакциях газет, по радио, телевидению, что, мол, значит, исчезает, к этому идет, по крайней мере, к этому исчезновению наши родные языки. Это трагедия большая. Не будет языка, не будет и нации. Вот. В Америке американцы живут. Американцы живут. Все. А в России это, по-моему, это не подходит, этот принцип. В России многонациональное государство. И эти, значит, народности составляют большую Россию. России нужны и кабардинцы, и болгарцы, и нагайцы, и карачаевцы, короче говоря. Река большая откуда собирается? Из ручейков. Если не будет ручейков, большой реки тоже не будет. Вот. Государство должно заботиться о том, чтобы у нас, у каждого народа сохранялся свой язык. Вот я считаю, если бы у нас каким-то чудом, хотя чудес не бывает, говорят, чудо я не знаю, будет, не будет, если бы у нас появились такие писатели, поэты, о которых я говорил, вот Витал Куашев, который занимался нами, творческой молодежью, сколько они труда вкладывали в нас, сколько они заботились о нас. Вот я же говорю, я повторяюсь, потому что повтори, не повтори, все равно от факта никуда не денешься. Надо любить литературу, то есть надо любить тех людей, которые создают ее, и заботиться о них. Вот тогда, может, вернется тот золотой период, когда не хватало страниц для публикации произведений наших писателей.